Вроде хороший метод для заработка, но с какой ценой? Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Российские строительные компании отправили на восстановление оккупированного Мариуполя большую группу таджикских мигрантов. Мариуполь, промышленный центр Восточной Украины, перешел под контроль российских войск в мае этого года. Некоторые мигранты отказались поехать в разрушенный город, несмотря на обещание платить им хорошую зарплату. 30-летний Курбон Шарифов с конца августа работает в Мариуполе. В разрушенный город его отправила московская строительная компания «Реставрация», на объектах которой ранее трудился мигрант из Таджикистана. За первый месяц работы, по его словам, строителям заплатили более 130 тысяч рублей. Это $2350. В 2 раза больше, чем они получали в Москве. Однако будут ли им платить такую зарплату впредь, Курбон не знает. Здесь мы восстанавливаем разрушенные жилые дома, заменяем окна, обновляем кровлю. Нас обеспечили временным жильем и 3-разовым питанием, рассказал мигрант. Мариуполь – промышленный центр Донецкой области и крупнейший международный торговый порт в Азовском море. Бои за город начались 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала вторжения российских войск в Украину. К концу марта, после нескольких недель беспощадных обстрелов, Мариуполь превратился в руины. Последние несколько месяцев российские строительные компании начали набор рабочих на восстановление города. Некоторые из них обещали рабочим до 250 тысяч рублей за месяц, временное жилье и 3-разовое питание. Однако некоторые мигранты отказались от заманчивого предложения. Таджикский мигрант Бахтавар Наров не спешит ехать на работу в Мариуполь. Нам сказали, что там никто нас не тронет, но война продолжается. Вернутся ли мигранты оттуда живыми и здоровыми, одному Богу известно. Есть такая пословица: довольствоваться малым — богатство, лучше работать в России самой, заявил собеседник. Курбон Шарифов говорит, что за месяц работы никаких проблем с безопасностью не было, однако признается, что родные и близкие беспокоятся за его здоровье. Как вы относитесь к такой работе и что туда в основном отправили таджиков? Ведь действительно война продолжается, и в последнее время украинские войска начали контрнаступление по всем российским позициям и ведут его достаточно успешно и быстро. Нельзя сказать, что наши соотечественники в реальной безопасности. Свое мнение по поводу этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Точное количество таджикских мигрантов, отправленных на работу в Мариуполь, неизвестно. По словам собеседника Курбона Шарифова, только строительная компания «Реставрация» отправила на работу в Мариуполь 110 человек, большинство из которых мигранты из Таджикистана. Набором трудовых мигрантов на работы по восстановлению разрушенного Мариуполя, по его словам, занимаются и другие компании. Радио Азади получило от читателей фото, на которых видно, что около 60 мигрантов занимаются восстановительными работами в Мариуполе. В посольстве Таджикистана в Российской Федерации сказали, что официального уведомления от российских властей об отправке таджикистанцев на восстановление Мариуполя не получали. Некоторые наши соотечественники позвонили нам по этому поводу. Мы им посоветовали воздержаться от поездок в опасные регионы, сказал один из сотрудников дипмиссии. Однако набором трудовых мигрантов на работу в разрушенном Мариуполе занимаются не только крупные строительные компании. Как стало известно, отдельные граждане Таджикистана, владельцы небольших строительных фирм, также отправляют мигрантов на восстановление этого города. Один из них, отказавшись назвать свое имя и название своей фирмы, сообщил, что получил заявку на отправку в Мариуполь 30 тысяч рабочих строителей. Вчера отправили автобусом группу рабочих. Они уже сегодня приступили к работе. Наши рабочие в основном мигранты из Таджикистана и Узбекистана, добавил собеседник. Таджикских мигрантов отправляют на восстановление разрушенного города в то время, когда на востоке Украины продолжаются интенсивные бои. Накануне стало известно, что украинские военные взяли под контроль стратегически важный город Лиман Донецкой области, Харьковскую область. Они практически очистили от российских войск и все ближе приближаются к Мариуполю, где находятся наши соотечественники. Как вы относитесь к тому, что таджикских мигрантов по сути ни во что не ставят? Ведь они основная часть рабочих в Мариуполе, не русские. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.